Мендуцин. Сегодня, как и обещали, мы хотим провести мастер-класс по приготовлению дотура. И не только просто мастер-класс, а прям провести батл такого рода, что поколение веков, каким образом он готовился, как он изменялся и как менялись вкусовые качества. Дотур это калмыцкое национальное блюдо, изготавливается из потрохов барашка и полностью все внутренности баранины нужны для именно приготовления этого блюда. В состав входит это легкое, сердце и печень. Также идет желудок. Вот это вот конкретно желудок, а это преджелудок. В него входит рубец, книжка а это вот сам сычук, да, получается. Потом в дальнейшем внутренний жир, так называемый симджин. Кишки, так называемый цаган-махан. Это толстая кишка, прямая кишка, да. Вот это, наверное, самых любимых, наверное, частей, потому что она такая насыщенная, как еще говорят, шимта прям. Вот. Шимта это вот насыщенный вкус, это вкусно, если на калмыцком. Да, вот она печень. Я это все отделяю. Легкое и сердце. Так вот. Ложу его, вот оно сердце. Есть еще такое поверье, что вот сердце дают только девочкам. Да, вот мальчики не должны кушать сердце. Ну и легкое. Закинем в кастрюлю для варки. Так, дотур мы заложили кастрюлю с водой, ставим его на плиту, включаем и солим и перчим. И все. Здесь вот и перца чуть-чуть добавлю. Так, это солонка наша. Ну, в принципе, дотур любит соль, да, поэтому соли можно побольше. Таким образом, вот мы поставили, накрываем его, и в течение 3-4 часов будет наш дотур готов. Хлопай. Наш дотур готов. И как в старые времена, как настоящие кочевники, мы таким образом выкладываем. Вот получается, мы дотур отварили. И подача вот дотура, вот начальная наша будет вот такая. Печень отдельно, эти отдельно, легкие отдельно, сердце отдельно и желудок с кишками тоже отдельно. Вот такая подача. Вот она, наша кровь. Здесь она не прямо из-под барана, да. И еще хочу заметить, можно, в принципе, кровь морозить. И в последующем тоже ее использовать. Единственное, здесь есть такой нюанс, смотрите, ребята, вот я беру емкость, беру терочку, да, вот таким образом, ее надо обязательно растереть через терку. Да, вот такие сгустки, да, свернувшейся крови, да, это получается эритроциты, да, ну, и вот таким образом я ее натираю. Обязательно это надо сделать, потому что кровь не получится, если мы будем с такими сгустками. Потому что будут прям вот такие отварные сгустки вот этой крови. Да. Она сварится, и она не очень вкусная, потому что эту кровь мы должны смешать еще с симджином, да, добавить соль, перец. Да. Здесь остальная кровь у нас получается натертая. Добавляем. Пока в сторону ставлю, достаю симджин. И таким образом крошу его. Нам обязательно надо ее смешать. Шинкуем его. Чем меньше, тем лучше. И добавляем его. Я вот примерно делаю 1 к 1, да? Если вот там у меня пол-литра крови, то я где-то полкилограмма симджина туда кидаю. Мы берем венчик. Я добавляю молоко. Молоко надо обязательно. Молоко смягчает и не дает в дальнейшем свернуться крови. Вот таким образом. Да. Молоко смотрите уже на усмотрение. Некоторые прям руками его перемашивают, но я стараюсь венчиком это все делать. Некоторые еще добавляют муку. Но если по настоящему приготовлению, то муку лучше, конечно, не добавлять.
Синджин схватился. Сейчас вот мне нужен помощник. Веронику я попросил, она сейчас поможет. Смотри, Вероника, вот здесь вот есть дырочка, да? Это вот прям такая она сама идти. Мы должны ее вот таким образом отобрать. Ты, у тебя получится вот так отдержать? Видишь, она сама по себе кишка скользкая, поэтому она будет прям туда проваливаться. Главное ее чуть-чуть. Я кровь готовлю не традиционно, я готовлю ее в кишке. Да. Традиционно готовят ее в сучке. Сучок это желудок. Вот так чуть-чуть вверх поднимай. Ага. Вот видишь, еще давай напоследок, потому что было рассчитано именно реально на эту кишку. Это примерно пол-литра крови, 250-300 мл молока и полкилограмма. Так приподнять, да. И вот такой ниточкой я завязываю простой ниточкой, не капроновой, потому что капроновая все равно в дальнейшем пропускает. Все равно, да. Все, спасибо. Можешь руки мыть. Да, вот таким образом вот мы завязываем. Да, это уже на варку. И если вы посмотрите, то у нас получается вот такая колбаса. Это чисто моя авторская идея. Я хочу сделать жареный дотур с луком, жареный на сливочном масле, полностью зашинковать кишку, таким образом, чтобы получился у нас ролл. И подать вместе вот с нашим хото. Хото — это кровь, которую мы делали. Вот получается у нас вот такие кругляшки получились, да? Специально подготовил. Это мы поджарим и будет подаваться вместе с роллом. Роллом из дотура. Я хочу показать, что мы можем еще что-то новое делать, новую подачу, чтобы она была интересная. Это кишка баранья, да? И сейчас мне нужно поджарить наш дотур. Единственное, я жарю на сливочном масле. Для чего? Чтобы дотуру придать еще сливочный вкус. Чуть-чуть надо мне лука нашинковать. Мы его чуть-чуть подзолотим. Вот таким образом это я поджариваю. Сейчас чуть-чуть до золотистой полочки. Я сразу обязательно масло подперчу, подсолю, чтобы в дальнейшем дотур не подсаливать. Так как у нас есть и черный перец, и белый, я добавляю и того, и другого. Один другому вообще не мешает. Наоборот, усилит вкус. Кидаю дотур. Синджин тоже даст свой вкус баранин. Синджин — это внутренний жир. Вот у барана есть два вида жира. Один внутренний жир, а другой корпусный жир. И по вкусовым качествам оно очень сильно отличается. Внутренний жир, он менее жирный и более приятный на вкус. Обязательно дотур должен быть жареный. Вот здесь уже другой запах идет, вообще слышится по-другому. Да. Сливочный вкус. Ну, вот оно и поджаривается уже. Все, я выключаю. И даем ему остыть. Сейчас, пока у нас дотур остывает для начинки, кишка у нас лежит, я приготовлю сразу соус. Получается, мы берем обыкновенную горчицу, настоянную уже. Закидываем ее. Все. В пропорции примерно горчицы одну часть, дижонской горчицы. Вот она, дижонская горчица. Вот такая зернистая горчица дижонская. Ну, она, в принципе, везде продается уже готовая, да. И мы ее добавляем где-то 1/2 части от горчицы. И пару ложек меда. Почему я выбрал именно этот соус? Я думаю, о сочетании непосредственно с дотуром больше подходит именно вот этот. Потому что такой не остро, а вот такой горько-сладкий вкус, он больше сочетается с дотуром. Потому что к дотуру, кроме шалина, вообще реально ничего не подходит. Да.
Сейчас мы просто заполним нашу кишку. Все, дотур остыл. Мы его заполняем. Все, вот мы наполнили. Сейчас, видишь, я вот так буду держать, а тебе нужно завязать. Обязательно хорошо затяни. Ребята, вот кишка, она, в принципе, приготовится примерно за 5 минут. Ее просто в кипяченую воду опустить, и все. Как кишка готова, мы ее достаем. Вот, получается, я опускаю ее вот тут, и все. Обязательно его туда. Вот она сейчас прям несколько минут, и все, она будет готова. Вот у меня последние штрихи для приготовления моего блюда. Я хочу отколеровать наш дотур, который в кишку был помещен. И точно так же наша кровь. Вот смотрите, кровь я уже выставляю. Масло я не жалею. Сковородку обязательно надо разогреть хорошо. Для чего? Чтобы это все дело не прилипло. Вот если вы посмотрите внимательно, да, вот кровь, а это вот внутренний жир получается вот так. Вот. И мягкость еще и вкус придает молоко. Укладываю. Я свое блюдо всегда центрую. Вот таким образом. Все. Сейчас мы отколируем нашу колбаску из бутура. Мы ее только колируем. Опять же в сливочном масле. Видите, да, она обжаривается. Еще бы мне хотелось сделать маленькую дырочку, да. Смотрите, видите, она, чтобы вот таким образом раз сок вышел. Вот она, да. Чтобы она форму чуть-чуть поджарила и приобрела более жесткую форму. Для того, чтобы мы ее могли резать. Ну, это вот, смотрите, вот золотистая корочка идет. Да, как колер, да, колер добавляю. Вот, в принципе, я его отколеровал. Сейчас выставлю его сюда и порежу на две части. Я его таким образом прорезаю. Видите, он выходит. Вот такая подача. Меня зовут Элик. Попробуем вот это вот чудо. Это вроде сердце, да? Я думаю, этот баран был, если я не ошибаюсь, финально аппетитно. Разный вкус, да, разный вкус, причем разная жирность, разная консистенция мяса, но все очень нежное и обладает таким общим ароматом баранины. Ну, прежде всего хочется отметить, как это сервировку, как это подано, это все очень красиво и прям впечатляюще, скажем так. Попробуй начать вот с этих медальончиков. Это кровяная колбаса. И оболочка из желудка, да, я так понимаю? Да. Это просто вареная кровь, так скажем. Но здесь же есть печень? Нет. Нет? Нет. Это кровь, просто кровь. Собранная кровь. Серьезно? Да. А вот эти белые штучки? Беленькая это синджи нарезанная. Ничего себе. Но на вкус это как мясо. Видимо, я не знаю, это... Я бы не сказал, что здесь нету мяса, но очень вкусно в любом случае. Так, попробую-ка я вот это вот блюдо. Ну, что я могу сказать? Очень вкусно. Очень нежное, вкусное мясо. И какая-то оригинальная подача такая, в общем. Только могу похвалить вашего шеф-повара за уникальное блюдо. Как бы вы назвали? Ну, так как здесь все очень нежное, я бы назвал это каким-то таким
словом созвучным с нежностью. Бараньи Бараньи нежности, да. Вот, что-то такое. Вообще, как бы, я думаю, говяжьи внутренности, ну, особенно бараньи. Они сами по себе, они обладают огромным букетом разных вкусов, нюансов, ароматов, поэтому я бы не стал сюда добавлять много разных других ингредиентов, чтобы не перебить вот этот вкус. Вот, поэтому, в принципе, все совершенно хорошо. Единственное, что мне нравится немножечко всегда добавлять какую-то кислинку к жирным блюдам или к блюдам, в составе которых много жира. Добавить что? Ну, Соус? надо подумать, может быть, какой-то соус еще альтернативно горчице на основе какого-то там попробовать. Ну, я не знаю, я не уверен, что это будет хорошо, но попробовать можно на основе какого-то уксуса, какого-то бальзамического уксуса, ну, что-то такое, как бы. Ну, вот. Ну, а так все совершенно вкусно. Они все говорят,